Здравствуйте, это презентация для четвертой лабораторной работы. Я Али Мухаммад Jan, студент НКНБД 0118, линейная алгебра. Прагматика выполнения матрицы различия операций с ними являются необходимыми инструментом для решения слов. Язык программирования Julia представляет эту возможность. Цель выполнения лабораторной работы – изучение возможностей специализирования пакетов Julia для выполнения и оценки эффективности операций над объектами линейной алгебры. Для даты выполнения работы ознакомиться с элементами операций над многоменными массивами, ознакомиться с транспонированием следом, рангом, определителем и инверсией матрицы в Julia, ознакомиться с вычислением норми векторов и матриц, их повторами, вращениями, ознакомиться с матричными умножениями, единичной матрицей, скалярными произведениями, ознакомиться с факторизацией и специальными матричными структурами, ознакомиться с общей линейной алгеброй в Julia, выполнить задание для самостоятельного выполнения. Это результаты выполнения лабораторной работы. Это random 1 для 2 4x3 matrix. 4 строка, 3 столбец. Это сумма это сумма по столбец, это сумма по строками. И ознакомиться с транспонированием следом, рангом, определитель и инверсией матрицы в Julia. Это тоже рандомная транспозиция. И ознакомиться с вычислением норми векторов и матриц и повторными вращениями. Вот это square root a cos d p x в 4. Это 3 элемент вектора, норма вектора и вычисление p нормы. Ознакомиться с матрицами умножения единичной матрицы, скалярные произведения. Это для этого, который мы сделали. Random 1 для b умножение ab. Это вот это matrix xy. Скалярные произведения векторов x и y. Это скалярные произведения векторов x и y. Можно сделать тоже так или так. Ознакомиться с факторизацией специальными матричными структурами. Вот это факторизация. Получали вот это матрица перестановок, вектор перестановок и матрица L. И ознакомиться с общей линейной алгеброй в Julia. Вот это для этого решение слов и выполнение задания для самостоятельной работы. Это для произведения векторов, скалярные произведения векторов. И вот это для решения слов для 3 переменных. Вот это a not equal to 0, print решение a b, else print решение нет. Вот это решение. Это извлечение кубического корня из матрицы. Кубический корень вот для этого матрикс. Получали вот это. Это проверка продуктивности по второму критерию матрикс. Это 1/10 вот этого. If k это меньше 0, flag 0, print матрицы не является продуктами и -1. Таким образом, функционал языка Julia позволяет работать с матрицами, проверяют эффективность выполнениями операций, а также решать различия слов с удобством для пользователя. Выводы. Я изучил возможности специализирования пакетов Julia для выполнения и оценки эффективности операций над объектом линейной алгебры. Спасибо за внимание.